охладить этот огонь. Да? Вокруг часто изображение Шивы изображается, что вокруг его головы обернута река Ганга. То есть Ганга охлаждает его не полумесяц. Как мы знаем, энергия Луны тоже имеет охлаждающее воздействие, она успокаивает. То есть это для того, чтобы Господь успокаивался. И Абхишека своим вот этим изначальным смыслом, это действие, которое заключается в том, что мы просто льем на Шивалингам жидкости, которые мы предлагаем в образе Шивалингама самому Шиве. То есть как это будет происходить? Сейчас вот чуть-чуть я расскажу, да? Дальше вот наши помощницы Лариса и Людмила, они будут ассистировать в этом ритуале Абхишека. И вначале вы будете подходить к Ларисе, она вот где-то расположится поближе, да? Вот с таким положением рук, да? И она пару капелек воды будет лить вам на ладони для того, чтобы их очистить. Да? Потому что дальше уже подношение мы можем делать в состоянии очищения. То есть вода, она обладает свойством очищения. И дальше Людмила будет вам предлагать кувшинчик, в котором будет налито вот, по очереди йогурты, потом молоко, потом мед, потом соки. Да? И все это будет вами предлагаться Шивалингаму. И в процессе этого предложения вот эти все жидкости, они будут стекать с Шивалингама, скапливаться, да, и фактически таким образом становиться ну, уже такими одухотворенными энергией Шивы. И сейчас я зачитаю вот, высказывание с вами Шивананды. Наивеличайшее и наивысочайшее Абхишека есть возлияние вод чистой любви на Атмалингу лотоса, находящегося в сердце. Внешняя Абхишека, совершаемая с помощью различных предметов, способствует росту восхищения и привязанности к Господу и постепенно приводит к внутренней Абхишеке, когда любовь изливается чистым и обильным потоком. Абхишека является главной частью Шива-пуджи. Без нее поклонение Шиве нельзя считать полноценным. Вода или любые другие возлияния, употребленные во время Абхишеки, считаются священными и наделяют бесчисленными благами преданных, которые употребляют их как просад Господа. Он очищает сердце и уничтожает бесчисленные грехи. Его следует принимать с сильной верой. Когда вы совершаете Абхишеку с преданностью, ваш ум сосредоточен. Образ Господа и божественные помыслы наполняют ваше сердце. Вы забываете о вашем теле, обо всем, что связано с ним и окружает его. Эгоизм постепенно исчезает. Забывая обо всем, вы постепенно узнаете ощущение вечного блаженства Господа Шивы и радуетесь этому. Повторение «Ом Намах Шивая» очищает ум и наполняет его саттвой. Если вы совершаете Абхишеку с одновременным воспеванием для человека, страдающего какого-либо болезнью, он скоро исцелится. Абхишека исцеляет неизлечимые болезни. Совершение Абхишеки приносит счастье, здоровье, богатство, процветание, потомство и прочее. Предлагая Господу мед, молоко и другие возлияния, мы все меньше помышляем о своем теле. Постепенно ослабевает себялюбие. Безграничная радость охватывает вас. Вы начинаете копить сокровища ваши в Господе. Отсюда возникает самопожертвование и самоотдача. «Я принадлежу Тебе, Господи, все принадлежит Тебе, Господи». Эти слова, естественно, исходят из глубины вашего сердца. Вот такое обращение сделал ко всем нам с вами Шивананда. Действительно, это величайший наставник, величайший учитель йоги. Сам являлся последователем и глубочайшим практиком. И, собственно говоря, сказать лучше ничего нельзя. Просто все, что вы сейчас будете делать, это действительно является нашей внутренней работой. Это не внешний факт, это не внешнее действие. То есть вот то, что у вас сейчас на сердце в виде вашего подношения и вашей просьбы, и вашей благодарности, можно вложить вот в это действие и с этими мыслями просто начинать вот этот ритуал Абхишеки, потому что благодаря этому действию есть действительно возможность приобщиться к энергии Шивы и попросить у него ваших горячих желаний. Давайте приступаем. И у нас Ом Намах Шивая.
Мы все встаем потихонечку, да, и... Просьба такая. Есть два пути. С этой стороны, с этой стороны. Подсадитесь с краешка. Вам будут отбивать ладошки, правую руку. Вы просто берете и отбиваете. Чтобы не затронуть подношение можете обойти несколько раз вокруг вокруг. С этой стороны тоже могу занять? Вот с одной стороны, вот с другой.
Shankara Namah Shivaya, Shivaya Shankara Namah Shivaya, Shankara Namah Shivaya, Shivaya Shankara Namah Shivaya, Shambho Shankara Namah Shivaya, Shivaya Shankara Namah Shivaya. Shambho Shankara Namah Shivaya, Deja Shankara Namah Shivaya. Shambho Shankara Namah Shivaya, Deja Shankara Namah Shivaya. Om Namah Namah Shivaya.
Shivaya Namaha Shivaya Namaha Shivaya Shivaya Namaha Shivaya Shambho Shankara Namah Shivaya Kirita Shankara Namah Shivaya Shambho Shankara Namah Shivaya Kirita Shankara Namah Shivaya Shankara Namah Shivaya Shambho Shankara Namah Shivaya Kirita Shankara Namah Shivaya Shambho Shankara Namah Shivaya Kirita Shankara Namah Shivaya Namah Shivaya Shambho Shankara Namah Shivaya Kirita Shankara Namah Shivaya Shambho Shankara Namah Shivaya